Известный абхазский ученый, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Шинкао родился в 1937 году в городе Туарчал. С отличием окончив среднюю школу, он поступил в Сухумский педагогический институт на исторический факультет. В разные годы работал преподавателем и заместителем директора Туарчальской школы, был научным сотрудником, а затем заведующим отделом археологии Абхазского государственного музея. Сегодня ученого, которому исполнилось бы 80 лет, вспоминали в стенах его родного музея. Его коллеги, друзья и родные с теплом рассказывали истории, связанные с Николаем Константиновичем. С Николаем Шинкао я познакомился еще будучи студентом. Тогда это был педагогический институт, не университет, еще тогда это уже целая история. И познакомились мы на стадионе, когда бежали 800 метров. Он за свой факультет, а я за свой. Ну и, в общем, еле-еле мы пришли к финишу, потому что он тон задал. Это интересно. Это самая трудная дистанция, и он первый побежал быстро, а мы за ним. И потом еле-еле чуть ли не пешком пришли. И после этого мы с ним познакомились и всегда всю жизнь вспоминали вот эту историю. Николай Шинкао стал одним из первых и главных связующих звеньев между братскими абхазскими и абазинскими народами. По его инициативе в 1976 году была проведена экспедиция Абхазского госмузея по всем абазинским аулам, в ходе которой проходил показ художественного фильма «Белый башлык» на абхазском языке. Ученый не раз выезжал на Северный Кавказ с различными выставками. Вместе мы работали. Вот когда я пришла, он уже работал здесь. Мы работали в отделе древней истории средних веков. Под руководством заведующая была известный ученый Мирконстантина Хаталашвили Налыпа. Он и Гивихашб организовали выставку в Кабардино-Балкарию, в Нальчик. Это афиши, которые были в Нальчике. Прикладное искусство абхазов называлось. Потом мы были в Пятигорске, декоративно-прикладное искусство абхазов. Это было в 1989 году. А в 90-м году мы были с ним в Черкесске. Это был очень образованный, интересный человек, который всегда переживал. Он всегда помогал нашим братьям из диаспоры, абазинам. Друзья и знакомые Николая Шинкао называют его личностью с выдающимися интеллектуальными способностями. Об этом свидетельствуют его многочисленные научные труды. Шинкао – один из ярких представителей национально-освободительного движения абхазского народа. Он был разработчиком и вдохновителем многих составлявшихся в те годы документов. Он проявлял принципиальность и четкую гражданскую позицию. Во время грузино-абхазской войны Николай Шинкао неоднократно подвергался оскорблениям и пыткам, а в ответ на его резкий протест против сожжения Абнии грузинские оккупанты прострелили ему ноги и оставили истекать кровью. Это был легко ранимый и в то же время принципиальный человек. Он всегда оставался при этом надежным и отзывчивым товарищем. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.